Братуха, жить будешь. Моя группа занималась обслуживанием первых бортов. Это департаментские борта и президентские борта. Я отказался обслуживать президентский борт. Я не мог покинуть территорию Беларуси без разрешения КГБ. Извини, штаны я тебе новые куплю. Подал заявку в полк Ледовского, и буквально там на следующий же день меня одобрили, хотя я думал, что с моим бэкграундом это будет долгие проверки. У меня же ноги целые, все нормально. Да, у тебя все нормально. Я-то думал, что я буду ехать и учиться, смотреть, что делают другие, но когда ты попадаешь в эту работу, ты понимаешь, что нет, у тебя есть задача, ты ее делаешь, и ты не можешь отвлечься. Парни, работаем, опасно, 13! Сидишь, задумаешься, думаешь, блин, а смерть-то была рядом, но в моменте ты абсолютно этим не волнуешься. У нас тут одному надо 3 габелин давать, 75-ка. Но это кто? Это у нас... Позывной. Ну, а ты выписку посмотрел время, когда он был выписан? где-то на 9. Ну, выписка, когда у него была? Выписка 11. No. It's not easy. Если бы по прибытию в Украину мне кто-нибудь сказал бы, что я буду как-то хоть иметь дело с медициной, я бы сказал, что человек шутит, потому что на тот момент я не имел никаких знаний и умений, связанных с этим делом. Я в Украине сделал свой первый внутрибышечный укол. Хочу отметить, что подготовка в полку Калиновского достаточно длинная и качественная. До момента прибытия в боевой работе у меня прошло 4 месяца исключительно общей войсковой подготовки. В ходе этой подготовки с нами проводили занятия по медицине, я показывал не самые худшие результаты, и мне предложили развиваться в этом направлении. Ты сможешь сам выйти? Тихо. Тихо, терпи. Братуха, жить будешь. Куда еще ранение? Сюда, как осколок. Вот там одну забрал. Извини, штаны я тебе новые куплю. Они справа, как и я, прикатал. Да, там где высоковольтные столбы проверь. Парни, работаем, опасно, 13! Давай, молодец, братуха, держи. Зажись, братан, зажись. Меня зовут Александр, я родился в Могилевской области, в небольшом городском поселке Глуск. Мы очень много переезжали, потому что мама растила нас одна, мама работала, училась. Мечта была с детства стать военным связистом, вот. Но из-за того, что родной отец, биологический отец, был привлечен к уголовной ответственности, я понимал, что карьера именно военного в Беларуси для меня закрыта, потому что тогда был очень жесткий подбор. Я занимался бальными танцами, я занимался легкой атлетикой на полупрофессиональном уровне. Также занимался пешим туризмом. Эта вещь мне очень нравилась, в целом очень сильно помогла в жизни. И даже сейчас знания в этой сфере очень сильно выручает и помогает в работе. Когда я заканчивал школу, у меня стоял выбор, куда пойти. Я рассматривал БНТУ, направление программирования. Но буквально в 10 классе к нам приехали рекрутеры, да, с Белорусской академии авиации, которые рассказали про наличие таких факультетов, как бортовой инженер. И понимав, что я могу без каких-либо проблем поступить туда на бюджет, я решил, что вот, пойду работать в авиацию. Учеба была достаточно простой и легкой, без каких-либо проблем вышел на красный диплом, но на тот момент уже назывался диплом с отличием, и закончил без каких-либо проблем с наличием президентской стипендии. Когда я обучался, на 2-м курсе я пошел на военную кафедру, что дало возможность получения 2-го диплома, именно военного, и каких-либо ограничений из-за судимости биологического отца у меня не было. По окончанию академии было предложено несколько вариантов распределения, как гражданской, так и военной структуры. Я, в свою очередь, выбрал военную структуру, а именно авиацию МЧС, и пошел работать в Витебск МЧС. Проходя службу в МЧС, я был призван по 114 приказу президента, так называемая «сотка». Это приказ, согласно которому специалисты узких направлений призываются в белорусскую армию вне зависимости от места прохождения службы либо работы. Это как медицинский персонал, так и военные. Находясь в МЧС, в авиации МЧС, я понимал, что я имею своеобразную бронь. То есть меня не могли призвать на службу или что-то подобное, но это
приказ, он перечеркивает полностью все. Таким образом, в 2021 году я был призван на службу, и повлиять на это я абсолютно никак не мог. Я был призван в ВЧ «Училище» на должность старшего техника группы радиоэлектронного оборудования воздушных судов и самолетов. Моя группа занималась обслуживанием первых бортов, это департаментские борта и президентские борта. Уже находясь там на службе, через, скажем так, определенные структуры были найдены мои следы участия в протестах, каких-то помощи и так далее. Но из-за того, что по сотому приказу непосредственно набирало КГБ, они не могли, скажем так, осветить свою ошибку. Таким образом, со мной проводились регулярные беседы. Надо мной, скажем так, действовало правило молодого офицера, где молодые офицеры в первый год службы не могли получить какие-либо наказания. Вот, следовательно, по службе ограничить меня никак не могли, вот, и оно мне протекало максимально лояльно. То есть я отказался обслуживать президентский борт, я в основном занимался хозяйственной деятельностью. То есть где-то что-то постричь, где-то что-то порубить. Вот такими вот вещами, скажем так, после которых у меня чистая совесть. Yeah. Доллара? Yeah. No? На утро 24-го меня разбудили кодовым словом, которое обозначало неучебную, а боевую тревогу. Все были вызваны в часть, причем сбор был настолько контролируемый, что за многими людьми присылали машины. Перемещаясь на место службы, мы наблюдали, что все борты, которые участвовали в учениях, они были возвращены, и были достаточно активные действия. То есть постоянно ездили машины, заряжались БК, грузили все десант и так далее. И только ближе к 10 дня мы поняли, что происходит, нам объявили. Очень важным моментом был тогда, что нас построил командир технико-эксплуатационной части, объявил о том, что началось полномасштабное вторжение. Тогда они, естественно, называли это совсем другими именами. Он сказал, что мужчины, я это не поддерживаю, и если мы будем непосредственно увлечены в это, то я вешу китель и иду домой к детям. Если кто-то поступит так же, то я не осуждаю. Это дало толчок для многих людей, которые отказались обслуживать воздушные суда РФ, но при этом это привело к росту шакальных отношений, потому что бойцы, которые не могли продвигаться по службе из-за своих каких-то знаний, умений и тому подобное, воспользовались этой ситуацией, соглашались на любую работу, и их потихонечку начали продвигать по службе. И к этому моменту у меня уже были мысли о том, чтобы покинуть территорию Беларуси, потому что мое участие в протестах могло привлечь более серьезные последствия. С учетом того, что моя группа, которая занималась обслуживанием первых бортов, она имела допуск к секретности, который я получил, сам в этом не участвуя. То есть мне просто так называемая 8-я служба сдал за меня экзамены, подписал, я просто меня поставили в известность, что у меня есть определенный допуск к секретности. Он подразумевал 7 лет не выезда за территорию Беларуси. То есть я не мог покинуть территорию Беларуси без разрешения КГБ. У меня на тот момент были отношения с девушкой, мы с ней расписались. Я в заявлении указал желание получить ее фамилию, что дало возможность мне переделать документы, так как документы мои находились в части. Я получил дубликат документов биометрических на новый паспорт. С кем-то пришлось договориться, кому-то что-то занести. Но получилось так, что мои документы не были зарегистрированы в общей системе. Из-за того, что у меня к тому моменту уже заканчивался мой первый годичный контракт, дабы не ожидать документы в военкомат и тому подобное, я договорился в военкомате о получении военного билета уже на новую фамилию, где была указана моя должность, звание и окончание контракта уже на тот момент. Вот. И с комплектом документов я просто выехал на территорию Грузии через Российскую Федерацию, воспользовавшись тем, что границы между Беларусью и Россией не было. Через определенное время жизни в Грузии все отношения, которые у нас были с бывшей женой, они иссякли, себя полностью изжили. Вот. Разорвав эти отношения, я понял, что у меня есть возможность присоединиться к белорусам в Украине. Я подал заявку в полк Калиновского, и буквально там на следующий же день ее одобрили, хотя я думал, что с моим бэкграундом это будет долгие проверки, и я получил разрешение прибыть в Украину. Бровар, братка, ты мне скажи, пожалуйста, оно может прозвучит глупо, но у меня же ноги целые, все нормально? Да, у тебя все нормально. Ну, то бишь ничего не будут там, блядь, резать нахуй. Нет. После общевойсковой подготовки я прошел подготовку по курсу TCCC, международного
образца, получил определенный уровень знаний, определенный уровень навычек, и дальше прибыл на работу и развивался в этом направлении. Собственно, первая работа у меня была в этой машине, в этом медеваке. Данные машины оборудованы всей необходимой техникой. Они имеют уровень реммобиля. Машины, которые не только могут поддерживать состояние, но и улучшать это состояние. Первое, что нас встречает в этой машине, это каталка, которая встречает раненого при перегрузке с бронемашины, с легкой техники, которая проводит эвакуацию, либо что-то подобное. Далее боец подключается, раненый подключается к монитору, который показывает нам его жизненные показатели, он контролирует температуру тела, давление, сатурацию с помощью внутримышечных, внутривенных инъекций, либо с помощью инфузомата, который позволяет контролировать скорость и объем ввода препарата. Вводятся все необходимые препараты согласно протоколу. Далее раненый подключается к кислородным маскам. Кислород поступает через концентраторы. Далее при необходимости вливания крови либо ее компонентов используются холодильники, в которых она хранится. Все растворы прогоняются через вот этот маленький прибор, который нагревает их до температуры тела. В первый момент, когда я познакомился с Хипом... Братан, а я не помню, когда мы с тобой познакомились. Это было на Харькове, да? Да, это когда ты чуть брову. Да, я чуть бывшему командиру медроты. У нас тогда погибли двое парней, двое хороших моих знакомых, которые я очень сильно знал. И тогда у меня были всплески эмоций и... Не было ответов, что зачем мне туда поехали и кто их туда пустил. И когда я начал высказывать это все командиру, на данный момент то у нас возникли такие разногласия очень серьезные, чуть не дошло до бойни. Вот. И я тогда вышел с квартиры, и, соответственно, он меня увидел только в тот момент. Ну, потом я просто ушел с медроты, и пошел обратно в пехоту. И находился вот некоторое время в пехоте. Вот. А потом мы уже познакомились с ним непосредственно на секторе. Вот. Меня тогда поставили начмедом первой роты пехоты. И вот мы с ним стали более-менее контактировать нормально. Достаточно умный. Он не глупый. Он, если выполняет работу, то он выполняет ее, в принципе, на 100%. Даже иногда излишки. Он иногда придает те обстоятельства, которые, в принципе, другой бы человек просто не предвидел бы. Он максимально осторожен к своим людям и ко всем находящимся. Если он понимает, что задача на данный момент очень серьезная и очень рискованная, он говорит, типа, нет, мы туда не полезем, надо искать какие-то другие входные пути, и мы ищем другие входные пути и выполняем их. Таким был мой первый раненый. Я работал третьим номером. Моя задача была закрывать ранения. В нашем случае это были осколочные в ногу. Это было 7 проникающих ранений. И моя задача была просто их тампонировать, фиксировать тампонаду и ничего более. Выезд прошел, скажем так, в полутумане, потому что вы погрузили раненого. Едете, и у тебя просто 7 ранений, которые нужно затампонировать и закрыть. Ты работаешь, тебе кажется, что ты работаешь быстро, у тебя все получается, и тут тебе сообщают, что вы подъезжаете к госпиталю. А это прошло 45 минут примерно. И ты такой, ой, а что произошло вообще с раненым? И потом тебе показывают видео, потому что работу мы стараемся снимать, чтобы разбирать ошибки и понимать, что мы сделали так, что не так. Я-то думал, что я буду ехать и учиться, смотреть, что делают другие, но когда ты попадаешь в эту работу, ты понимаешь, что нет, у тебя есть задача, ты ее делаешь, и ты не можешь отвлечься. Потом, рассматривая видео, я понимал, что помимо моей работы, первый и второй номер делали такой объем, который для меня, в моей голове никак не складывался. После, скажем так, выездов уже 5 я мог не только выполнять свою работу, но еще и помогать другим. И через какое-то время уже стал работать вторым номером. А сейчас полностью себя уверенно ощущаю на позиции первого номера. Происхождение моего позывного, оно, скажем так, не сильно интересное, но имеет маленькую историю. Я очень сильно увлекаюсь вселенной Сталкера. Вот. Есть одна очень, скажем так, близкая мне персона в этих книгах. Это из романа «Лунь». Там была девушка с позывным Хип. И очень многие люди говорили, что у меня схожий с ней характер. В ней есть, скажем так, частичка гуманизма и достаточно такая большая часть агрессии, да, в ее поведении, но при этом
Ну, у нее очень интересная романтическая история, вот как-то мне понравилось, и когда предложили выбрать себе позывной, собственно, я его и взял. На своей практике могу сказать, что когда ты едешь на эвакуацию в место, где, к примеру, недавно был прилет дрона, ты понимаешь, что туда идет еще несколько дронов, летит, и обычно ты об этом не задумываешься. У тебя есть раненые, у тебя выстроена работа. Ты знаешь, что по приезду твой водитель контролирует небо, у него есть дробовик, в случае которого он сможет сбить дрон. Ты занимаешься раненым, занимаешься своей работой. А после, когда ты общаешься с людьми, тебе говорят: блин, как вы туда поехали? Да мы бы в жизни туда не поехали. А как? А ты сидишь, задумаешься, думаешь: блин, а смерть-то была рядом. Но в моменте ты абсолютно этим не волнуешься. То есть это проходит все фоном, и голова занята абсолютно другими вещами. Эй, muchachos! Oh. Yeah. It's for you guys. Очень важным моментом является работа нашей патронажной службы. Служба, которая занимается полным сопровождением бойца от его пути со стабилизационного пункта до его выписки из реабилитационного госпиталя. Таким образом, мы сопровождаем людей в больницах, помогаем им всем необходимыми вещами, помогаем с корректировкой лечения, при необходимости ищем дорогостоящие препараты. Я говорю про минимальные вещи: новый телефон, зарядка, какие-то бытовые предметы, которые не всегда есть возможность у человека получить заново. Очень много бойцов, выходя на миссию, берут с собой самое лучшее, самое дорогое, и, к сожалению, маленькое ранение может привести к тому, что все вещи останутся там, и вернуть их невозможно, и человек буквально остается без ничего. Самый яркий пример, к сожалению, погибший боец, приехал из Америки, продал все, здесь купил на все деньги снарягу, вышел на поле боя и, вернувшись после первого ранения, оставил все. То есть он, находясь в госпитале, у него были шорты, майка, которые выдали ему там. Больше у этого человека ничего не осталось, и у него элементарно не было денег даже купить себе кружку и тарелку, чтобы питаться не из пластиковой посуды в госпитале. Вот, поэтому такие моменты и решает наша патронатная служба, посещая бойцов и сопровождая их на всем этапе лечения и реабилитации. Вопрос, который мне задают дома после каждого интервью: а что ты рассказал про меня? Вопрос, который задает моя нынешняя невеста, надеюсь, что будущая жена, которую я встретил здесь, в Украине. И я один из тех счастливчиков, у которых жена находится рядом, вне зависимости, где мы работаем. Я не буду рассказывать про нее подробно, просто этот человек есть, этот человек рядом, этот человек пережил больше, чем многие, скажем так, даже привлеченные к армии. Вот. И я думаю, что наша история будет долгой и очень сильно надеюсь, что счастливой. В основном мы получаем благодарности от командиров этих бойцов, потому что они наблюдали эту ситуацию со стороны, и они понимают, какой вклад мы вложили. А рядовые бойцы обычно возмущаются или иногда даже обвиняют нас в каких-то вещах. Вот. Но могу заречься за себя и за свою службу, что во время эвакуации у нас все ребята пытаются как можно больше сохранить вещей, потому что каждый понимает их цену, и нету халатного отношения. Есть примеры, когда боец, находясь под артобстрелами, атаками FPV, бегал и искал пулемет бойца, потому что на нем стоял прицел, который он покупал за свои деньги. И когда он раненый лежал вроде машине и кричал «Where my rifle? Where my rifle?», медик бегал по посадке и искал его пулемет. Он его нашел, он его вытащил. Пулемет, к сожалению, уничтожен, так и прицел. И дальше непригоден, а медик 4 минуты бегал по посадке и рисковал своей жизнью. У меня есть маленькая мечта, точнее, мечта достаточно глобальная, но скажем так, на общем фоне она совсем-совсем малюсенькая. В Новой Зеландии есть маяк, который первый в мире встречает рассвет. И я бы очень хотел там работать, ну, если не работать, то хотя бы его посетить. И в целом Новая Зеландия – это страна, про которую я слышал, читал и видел очень много, но, к сожалению, из-за своего гражданства ни разу там не побывал. Поэтому думаю, что первое, что я сделаю после окончания войны в Украине, это приложу все усилия, чтобы посетить эту страну.
и, скажем так, закрыть вот этот маленький гештальт в своем мире. Возможно, останусь, а возможно, буду искать себя дальше, потому что каждый год моя жизнь меняется, и не всегда я могу не то что предсказать, а даже предположить, что со мной будет. Поехали. Готов.